Под звуки государственного гимна Республики Абхазия началась работа Народного собрания после летних каникул. На первом заседании осенней сессии депутаты рассмотрели 4 вопроса. 2 из них касались амнистии. Законопроекты представил руководитель парламентского комитета по правовой политике, государственному строительству и правам человека Валерий Агрба. В постановлении об объявлении амнистии в ознаменовании 25-й годовщины Дня Победы и независимости Республики Абхазия представлен весь перечень статей, попадающих под амнистию. Во втором – порядок его применения. Постановления были приняты единогласно. Они вступят в силу с момента их официального опубликования и подлежат исполнению в течение 2 месяцев. Освободить от наказания в виде лишения свободы всех лиц, осужденных на срок до 3 лет включительно. Освободить от наказания в виде лишения свобод осужденных на срок до 5 лет включительно. Первое. Лиц, принимавших участие в Отечественной войне народа Абхазии в 1992-1993 годах, инвалидов 1 и 2 группы, больных туберкулезом, отнесенных к 1 и 2 группе, а также больных онкологическими заболеваниями 3 и 4 клинической группы. Лиц, впервые привлеченных уголовной ответственности, женщин. Освободить от наказания в виде лишения свободы независимо от срока наказания. Лиц, совершившие преступления по неосторожности, женщин, имеющих несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, а также беременных женщин, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, несовершеннолетних. Освободить от наказания условно осужденных, осужденным, которым до дня вступления в силу настоящего постановления неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания или отбывание наказания, которым отсрочено, а также осужденных к наказанию, не связанным с лишением свободы. Прекратить уголовные дела, находящиеся в производстве органов дознания, предварительного следствия и суда о преступлениях, совершенных до вступления в силу настоящего постановления в отношении лиц, подпадающих под действие части 1, 2 и 3, то есть вышеперечисленных. Освободить от наказания в виде лишения свободы осужденных, попадающих под действие частей 1, 2, 3 и 4 настоящего постановления, в отношении которых вынесен обвинительный приговор суда, но не вступил в законную силу. Снять судимость с лиц, освобожденных от наказания на основании частей 1, 2, 3 и 4 настоящего постановления. В постановлении также указан перечень статей, к которым не будет применена амнистия. К примеру, к лицам, ранее осужденных за умышленные преступления, вновь осужденных к лишению свободы за умышленные преступления, а также ранее освободившихся от наказания в порядке помилования или в соответствии с актом об амнистии и вновь совершивших умышленные преступления. Амнистия не распространяется на лиц, совершивших такие тяжкие преступления, как убийство, похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека, все преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, кража в особо крупном размере организованной группой, разбой, терроризм, захват заложника, бандитизм, сбыт наркотических веществ, незаконный ввоз, вывоз, транзит наркотических веществ, государственная измена, шпионаж, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, насильственный захват власти или насильственное удержание власти, вооруженный мятеж, диверсия, нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшего смерть человека. Так как данная амнистия посвящена именно 25-й годовщине Дня Победы и независимости, а также в связи с многочисленными ходатайствами, а именно от политической партии Амцахара, общественной организации ветеранов Абаш, движения матери Абхазии за мир и справедливость, фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, Комитет по государственно-правовой политике предлагает Народному собранию рассмотреть возможность и не распространять ограничения, установленные пунктом 3 части 8 постановления на участников боевых действий Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годах, за исключением лиц, совершивших особо тяжкие преступления, где санкциями Уголовного кодекса Республики Абхазия предусмотрены максимальные сроки лишения свободы, а также пожизненное лишение свободы, либо высшая мера наказания, и сократить наполовину неотбытую часть наказания осужденным на срок от 5 до 10 лет лишения свободы и на 1/3 неотбытую часть наказания осужденным на срок, превышающий 10 лет лишения свободы. В соответствии с постановлением Народного собрания о порядке применения постановления Народного собрания объявления амнистии в ознаменовании 25-й годовщины Дня Победы и независимости возложить исполнение постановления Народного собрания на органы внутренних дел, органы дознания и предварительного следствия,
суды, судебных исполнителей. Также на заседании сессии в первом чтении было принято постановление о внесении изменений в закон о защите растений. Кроме того, депутаты единогласно приняли постановление о награждении почетной грамотой Народного собрания Геннадия Степанова ко дню его 80-летия. Рената Шакай, Артур Каланди, Абхазское телевидение.